Всем привет, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в столярной мастерской Туки-Туки. И сегодня мы будем делать вот такой интересный детский пистолетик, замечательная вещь. И будем делать мы ее вместе с Романом. Роме всего лишь 5 лет, и с наставником Николаем. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Немножечко расскажите про то, что сегодня будет итогом нашего Сегодня мастер-класса. мы будем делать пистолет резинка-стрел. Он у нас непростой, у нас функциональный, не просто игрушка, да, и как бы у нас еще немножко стреляет. Понятно. Да. Все полностью будет, дети выпиливают все сами, я им только помогаю, все полностью от начала до конца, он все будет делать сам. Для этого нам потребуется вначале шаблон для выпиливания, доска. Сегодня мы будем работать такими инструментами, как шуруповерты, струбцины, электролобзики, обычные отвертки. И будем пользоваться разным сверлом. Сверлом по дереву и сверлом перьевым. Очень много терминов непонятных для многих, наверное. Но вообще, с какого возраста ребята могут уже создавать вот подобные интересные игрушки? Наша мастерская рассчитана на детей от 5 до 14 лет. Да, но могут приходить дети помладше, все в зависимости от их уже развития. Ну, в принципе, вот мальчики 5 лет могут сделать такое самостоятельно. Да, самостоятельно, спокойно делают ребята. Ну, давайте не будем медлить, начнем, наверное, с техники безопасности в первую очередь. Да, в первую очередь, да, по технике безопасности мы говорим, чтобы у нас дети не баловались, не бегали, потому что мы работаем с опасным инструментом, с настоящим инструментом. Да, также самое главное, я им объясняю, показываю, в каких моментах может быть какие-то серьезные опасности, чтобы ребенок себя не поранил. И как бы, когда они слушаются, все внимательно, у нас все проходит, все гладко. Столько занятий, пока еще происшествия у нас не было. Николай, с каким деревом мы работаем сегодня? Сегодня мы будем работать с сосной, потому что дерево мягкое, легко поддается обработке, и как бы у детей не возникает никаких сложностей. Николай, а если говорить про мастер-классы, которые посложнее, то есть для ребят постарше, они с каким материалом работают? Ребята постарше у нас работают с разными материалами, от лиственницы и до липы, да, в зависимости от поделок. У нас там уже подобраны специально, каждой поделки у нас состоит из своих материалов. И там в разных ситуациях приходится обрабатывать разными, использовать разную древесину. Ну и, соответственно, хитрости и тонкости, это все уже дело рук мастера, да? Хорошо, давайте начнем. Рома уже, наверное, жаждет приступить к работе, да, Рома? Хочешь пистолет сделать? Давай. Для начала давайте наденем для безопасности очки. Одевайте, пожалуйста. Да, вначале, чтобы нам выпилить заготовку, мы используем шаблон. Я уже нанес его. Вторую часть можете уже нанести вы сами. Используя карандаш. Вот так прикладываем. Давайте половина пистолетика я, половина Рома. Давай. Давай, Роман, помогай. Держи. Обводи. Вот отсюда продолжим. Молодец. Вот до конца доводим. И вот сюда пошли. Я держу, помогаю. И обведи, пожалуйста, вот кружечки. Вот это места у нас сверления, тоже мы обозначаем сразу для детей, чтобы было легче прицеливаться. А примерно сколько идет одно занятие? Одно занятие у нас идет в среднем от часу до 1,5 часов. По регламенту у нас идет 1,5 часа занятия. Если ребята заканчивают пораньше, мы даем возможность использовать уже немножко творчества. Мы им даем выжигательные аппараты, и они начинают выжигать. Да? Вот мы на примере тоже показывал детям, можно уже как-то украшать. Это тоже все зависит от детей. А если детей много, бывает то, что ровно все у нас только успеваем закончить, немножко поиграть. Вот. Так, вначале нам сейчас нужно будет просверлить с вами отверстие для дула. Для этого мы используем с вами вот такие вот подставки, чтобы нам не просверлить стол. Давайте одну положу, да? И вторую. Так, первый, наверное, у нас Роман засверлит, да? Потом вы. Я просто даже не могу представить, как такой маленький ребенок может держать такой агрегат, потому что даже мне порой страшно его держать, потому что я не понимаю, как он работает. Теорию знаю, но на практике всегда стараюсь.
Ага. Сейчас мы будем работать с вами шуруповертом, да? Чтобы работать шуруповертом, мы одной рукой держим так, с второй рукой надавливаем. Роман. Хорошо? Так, можешь пристать, пожалуйста, чтобы было удобно. Встань. Ага. Все, бери шуруповерт. Так, я буду придерживать. Все. Когда я говорю начали, тогда начинаем сверлить. Ты готов? Все, начали. Молодец, все, поднимай. Все, мы у нас засверлили наше отверстие первое. Так. Давайте теперь вы у нас. Мы сегодня так проверочку делаем. Тетя Даша и 5-летний ребенок, да? Да, Так. вторую руку, пожалуйста, сверху. Вот так. Да, вот сюда вот аккуратненько. Нет, Что может подождите. пойти не так? Пойти не так может только, если вы будете держать его криво. Можете наклонить, да, поэтому стараемся держать его прямо. И вот так. Давить Да. надо или нет? Ну, чуть-чуть давите, кнопку нажимайте сильнее, не бойтесь, как просверлите, и поднимаем его. Все, просверлили, поднимаем. Это не сложно. Все, посмотрим, отверстие есть у нас. Все. Отличненько. Да, сейчас, в дальнейшем, нам сейчас понадобится уже струбцины. Что это такое? Струбцина – это у нас специальный инструмент для того, чтобы зафиксировать деталь. Да, Чтобы не шаталось, правильно? да, правильно. Сейчас мы его зафиксируем с вами. Чтобы фиксировать деталь, мы используем, у нас есть два рычажка. Один рычажок у нас для регулировки, второй рычажок у нас уже для самой фиксации. Так, сейчас зафиксируем одну часть. И зафиксируем вторую часть. Сверлить сейчас мы с вами будем перьевым сверлом. Так как отверстие у нас достаточно большое, 25 мм. Это мы делаем это отверстие под курок. Роман, подходи. Так, вставай с этой стороны. Молодец. Также руку сверху. Все, не боимся, давим и начинаем. Начали. Сильнее давить. Молодец, хорошо получается. Дави, дави, дави сильнее. Да, это мы делаем. Вот это нажимай сильнее. Молодец, просверлил. Так, Точно, продвинем да? свое До место. конца, Да, до конца просверлил. Сейчас мы проверим. Так, На свое место пройди. мой выход. Да. Теперь сейчас мы пододвинем нашу подставочку. Вы сверлите здесь двумя руками. Держим шуруповерт, потому что он может немножко выбиваться. Я вам придержу. Да. Так, и начали. Поехали? Начали. Ой, мамочка. Ой, Нажимайте дальше, продолжаем. нажал? Всё, Вроде да. бы все. Да, все. Отличненько. Такой аромат приятный, да? Да, запах дерева. Древесины. Мгм. Да. Вот поэтому детям нравится работать. И самое главное, детям нравится, что с ними мы разговариваем как со взрослыми. Даем настоящий инструмент. Почувствовать себя настоящим мужчиной можно здесь, да? А то обычно же как бы у нас мамочки же все боятся же за Да, детей. да. Как? Рома, принеси, пожалуйста, нам щетку, сметку. Сметем это все на пол. Дети нам помогают также убирать, держать рабочее место в чистоте. Да, они у нас со стола тоже все, мы разрешаем кидать все на пол. Потом уже отдельно уже я убираю. Конечно. Да. Давай вместе, да? То Молодец. есть можно и бардак устроить здесь даже. Ну да, это как бы это не мы рабочее место освобождаем, да? А то, что на полу, все-таки на столярная мастерская, мы у нас опилки мы любим. Потом их отдельно собираем, да? Молодец. Так, все, сейчас мы будем с вами выпиливать заготовки. Для этого нам опять же надо будет зафиксировать струбцины. Роман нам помогает. Давай, Рома, молодец. Получается все? Зафиксировал? Чуть-чуть
Проверим. Ага. Ну-ка, потрогаем, подвигаем деталь. У нас закреплено. Закреплено. Все. Подходи сюда. Сейчас мы с тобой будем выпиливать. Еще один взрослый инструмент в руках ребенка. Да. Сейчас будем мы работать электролобзиком. Инструмент опасный, поэтому при работе мы 2 руки ложим на него. Хорошо, Роман? Пальцы мы не суем под доску, потому что можем лишиться без пальцев. Хорошо? И когда деталь падает, мы ее не ловим. Потом уже, когда останавливается инструмент, я его убираю, и уже подберешь его. Хорошо? Сейчас мы с тобой будем пилить вот так вот выпиливаем, потом будем пилить вот так. Договорились? Тоже сами не пилим. Когда я скажу начали, тогда начинаем пилить. Хорошо? Ты готов? Все, 2 руки на лобзик. 2 руки на лобзик. Начали. Молодец, хорошо получилось. Давай, начали. Все, супер. Можешь подобрать. Так, Рома, твой пистолет Да, практически покажи, готов. пожалуйста, нам. Покажи, что у тебя Это у получилось. нас получилась заготовка пистолета. Чтобы он у нас стал более-менее пистолетом, нам нужно сначала обработать. Обрабатывать мы его будем с помощью шкурки 80-го грида. Все, Роман, садись тут рядышком и можешь уже начинать его обрабатывать. Он знает, как это делать. Да, мы уже немножко проходили. Так, тем Пока мы временем... с вами подходите сюда. Также струбцину снимаем, нажимаем черную кнопочку. Да, она снялась. Мы под деталь пододвигаем и начинаем крепить. Тоже зажимаем посильнее. Проверяем, все хорошо. Сейчас мы с вами будем пилить вот так вот, все пилим. Да, а потом будем уже пилить вот так. Также помним, да, технику безопасности. 2 руки на лобзик. Да. Я говорю, начали, тогда начинаем. Я вам буду помогать. Ничего не боимся. Руки с лобзика А не по какой убираем. линии мы идем? Вот у нас линия. Вот у нас есть пилка. Стараемся держать по пилке. На поворотах мы кнопку не отпускаем. А продолжаем. Да, продолжаем, но чуть-чуть замедляемся. Хорошо? Все, 2 руки на лобзик, начали. Не бойтесь. Вы знаете, мне кажется, это не только детям полезно, но и девушкам, потому что вот держать подобный аппарат в своих руках не каждому дано. И здесь под чутким руководством ты реально что-то можешь сделать. Для меня, например, это такое очень... Одно дело работать с глиной, с пластиком, рисовать картины, это да. Ну а здесь ты реально работаешь с достаточно серьезными инструментами и от этого получаешь массу позитивных эмоций. Ага, сейчас мы с вами продолжаем вот по этой линии. Как уж туда войти? Вот так вот, все. 2 руки на лобзик. Все, начали. Все, вот берем вашу деталь. Теперь у меня есть заготовочка. Очень здорово, знаете, эмоции непередаваемые, потому что действительно работать с деревом это такой, знаете, некий антистресс, потому что потрясающий аромат, видишь свой результат, это очень интересно и увлекательно. Все, присаживайтесь, тоже можете начать обработку Ага. деталей. Ага, молодец. Вот
мы убираем сразу рабочее место, чтобы чистенько было все. Николай, а какие еще интересные изделия могут сделать ребята на мастер-классах? Ой, интересно, у нас очень даже много. Недавно вот дети делали ежика. Ежика? Да, тоже так у нас брусок был 60 на 60, из него лобзиком выпиливали ежика, ну, форму ежика. Сверху забивали гвоздики, как иголочки у него, выпиливали тоже ножки, ставили ножки. Использовали там шарошку, инструмент такой тоже есть интересный. Вот. Детям очень даже понравилось. Вот. Также у нас есть, мы уже делали корабли. Корабли? Да. Это что-то посерьезнее, да? Да, там, конечно, сложненько, но там идет больше на творчество. Там я уже даем детали, а они уже по своему дизайну уже сами уже придумают, как он будет выглядеть. Предоставляем образцы примерно, как можно сделать, да, ну, чтобы как бы ребенок уже понимал, что можно сделать, и уже как бы даже включает свое развитие, фантазию. Ну вот интересно, да, что вот у меня пистолетик и у Романа немножко разный, да? В этом и есть прелесть, наверное, работы по дереву, потому что если вдруг чуть-чуть есть какая-то неровная линия, так и должно было быть, по уму, да, как будто бы. Да? Потому что точь-в-точь идеально повторить будет очень сложно, нужен там профессионализм, да. Но если вдруг вот такая погрешность, ну, может быть, у меня такой и должен был быть пистолет, да, вот с такой выемкой. Да, это не погрешность, это как бы индивидуализм. У каждого пистолета же получается особенный. Каждый ребенка своя поделка особенная. Потому что он все делает своими руками. Каждый скол, каждая небольшая неровность, да, это как получается проявление, да, индивидуальность уже, да, проявление себя. Хорошо, но мы зашкурили. Рома, ты зашкурил? Ты зашкурила? Все, вроде бы готово. Так, давай помогу тебе. Возьмем. И вот так вот начинаем. Хорошо? Роман у нас обрабатывает под палец. Молодец. Продолжай. У вас получается? Ну да, здесь вроде бы все. А и с другой стороны тоже. Да, все отличненько, все супер. Хорошо. Роман закончит и продолжим. Сейчас мы с вами будем засверливать отверстие получается, под нашу обойму, где у нас будут храниться запасные резинки. Для этого мы используем сверло двоечку. Все, берем, тут уже можно работать самостоятельно. Берем также подставочку. Переверните, пожалуйста. Вот у нас есть отметки. Вот в этих местах можете засверлиться. Это как? Это так? Да, это так. Все, я держу, чтобы у нас не шаталось. Насквозь? Насквозь, прямо так. Хорошо, все, вынимаем. Так, сейчас тоже подставим. Все, продолжаем. Вынимаем. Все, отличненько. Теперь мы берем отверточку. У нас вот специальные отвертки такие, как бы, очень хорошо лежат в руках детей. И дети как бы начинают им правильно пользоваться. Берем саморезы и начинаем вкручивать. Вкручиваем мы их не до конца, оставляем небольшой зазорчик. Роман, с тобой тоже все, давай просверлим. Все, готов? Начали. Поднимаем. Молодец. Все, начали. Поднимаем. Молодец. Николай, как вы считаете, а в чем преимущество работы вообще по дереву? Ну ладно, для взрослых, да? Мы там в свое детство тоже что-то делали, да, рогатки там и так далее. Но вот современному ребенку для чего нужны такие навыки? Ну, современный ребенок, ему интересно это все, да, вот на нашем детстве это все было. Мы там делали рогатки, мы там бегали по лесам, делали луки, там, да, что-то там мастерили постоянно. А у нынешнего поколения, да, как бы такой же возможности нет. Они у нас сидят в телефонах, зависают. Да. Ладно, еще вот дети есть, которые, да, в деревне ездят, они летом там что-то играют. А вот городские ребята, ну, максимум у них там футбол, хоккей, ну, вот такие вот подвижные, да. А они же хотят тоже мастерить. Вот к нам дети приходят, да, я говорят, делаю из картона. Я, говорит, сам вырезаю, говорит, склеиваю, делаю там себе там, делаю себе броню, говорит, из картона. Ну, вот, все равно ребенок тянется к этому. Вот когда у нас дети тоже подрастали,
Мы вот искали вот подобные вот как бы мастерские, но не было для детей вообще не было. Если были, то совсем простые, там что там приклеишь, там 3 камушка, там, и все радостные, там такие, ура, там приклеили камушки. Вот тут вот как бы такой вот подвернулась такая вот идея. Мы ее давно вынашивали, но у нас не получалось ее как бы реализовать. Ну и потом вот мы вот как бы вошли в команду Туки-Туки. И все у нас суперски начало получаться. А у вас любовь к такому искусству откуда появилась? В детстве учил вас кто-то этому? Ну да, в детстве всегда мастерили, с дедушкой много что делали, да, с отцом тоже много делали. Молодец, Роман, отлично все получилось, супер. Ага. Дальше? Но видите, в нашем детстве тоже вот никто нас не учил. Да, мы там что нашли инструмент какой, что-то там сами делали. Кухонным ножиком что-нибудь вырезали? Да. Ага. Так, у нас почти готово. Да, почти у нас все готово. Вот сейчас нам нужно просверлить, получается, отверстие под наш курок. Можете выбрать отсюда любую понравившуюся. Роман, тоже выбирай. Ага. Вот сейчас мы ложим наш пистолет, берем, да, вот так вот его раскладываем и делаем отметку под наш саморез. Вот здесь. Стараемся вот тут ближе к краю сделать. Здесь? Нет, внутри, но к краю, ага. Вот так, хорошо. Роман, хорошо, помогу тебе. Вот так, тоже делаем вот здесь вот отметку. Все, супер. Берем сейчас сверло и начинаем сверлить уже под углом. Что нам делать? Сверлим. Вот, держим одной рукой, да, я вам помогу. Все, начинаем сверлить. Насквозь или? Насквозь, можно насквозь, ничего страшного. Все, нажимаем, вынимаем. И тоже, да, прикручиваем теперь. Роман, тоже давай с тобой засверлим. Так, у нас на что-то падает, да? Подними. Молодец. Готов? Начали. Все, вынимаем. А каким бы детям вы посоветовали приходить на подобные мастер-классы? Это должны быть гиперактивные дети или наоборот такие, кто любит усидчивость? Либо это должны быть дети с каким-то творческим началом, либо это может быть совершенно любой ребенок. Любой ребенок, по большому счету, да, даже девочки приходят к нам, тоже все хорошо получается, боятся, правда, но получается. Гиперактивные дети тоже бывают, приходят, тут балуются, но мы все равно говорим, что надо посидеть. Да, но у нас еще есть мотивация, за каждую работу ребята получают у нас зарплату. У нас есть внутренняя валюта, тукиши называются, да, на которой они могут уже купить реальный инструмент. У нас вот есть вот прилавок, там есть реальные инструменты у нас, да, они копят, и вот за плохое поведение, да, у них снимаются, у нас получается тукиши, они уже меньше зарабатывают, и как бы у ребенка уже получается стимул. То есть у вас некая такая игровая система оплаты труда. Да. То есть хорошо сделал, получил зарплату, стремятся они побольше заработать, дабы потом купить настоящий инструмент. Да. Очень интересно. То есть вы так приучаете к взрослой жизни, да? Хорошо поработал, хорошо получил. Да, у нас получается, да, все правильно. Как бы, ну, вот краткосрочные цели, они добиваются, они за каждый урок у нас делают поделку и уходят уже домой с поделкой. И долгосрочные уже цели, они тоже начинают копить уже на что-то, на инструмент, на реальный. Интересный, очень интересно, но это такая очень хорошая мотивация. Давай это подержу. Детям очень нравится вот такая система. Родителям тоже нравится, тоже смотрят такие, ой, как хорошо, говорит, нам и нужен дома молоток, говорит, давай кофе, говорит. Первый молоток заработанный потом и кровью, можно сказать, практически, да? Да. Вот так вот отвернем отвертку, вот так. И начинаем закручивать. У всех все хорошо получается, да, у детей. Никакого сложности возникает. Бывает, вот у нас смешанные группы, мы их не делим по возрастам, да, что тут группа у нас 4 года, там 5, там у нас группы смешанные. Там у нас вот сейчас уже появился мальчик, там начал ходить, ему 13 лет, он достаточно крупный, где-то с размером с меня. Он тоже, ему нравится, у него все хорошо получается, быстро делает. Я говорю, помоги, говорю, соседям там.
Он помогает им, ну, направляет. То есть уже и преподаватель такой. Да. Некий советник. Да, бывает тоже там два брата, один помладше, другой постарше тоже ходит. Тоже старший младшему помогает всегда. Там, ну, вот так. Так, ну все, у нас готово? Да, у нас практически все готово. Можем даже примерить, как будет стрелять. Так, мы Берем резиночку. Да, Роман, покажи нам, как это делается. Вот так вот заряжаем. И так, Ой. аккуратненько. Когда натягиваем кнопку, уже не трогаем. Все. Вот Роман у нас уже зарядил пистолет. Все, можем выстрелить. Ой. Супер! Работает. Ой. Вот, классно. И то есть вот так-то они бегают здесь, потом собирают резинки, да? Да. Ну, бонусом можно... Да. И по завершению, да, мы ставим, у нас, получается, есть клеймо наше фирменное, мы его ставим на пистолет. Давайте поставим. Также при желании, да, вот некоторые дети говорят, а что можно еще как-то украсить? Мы можем вот так вот сделать обжигание для красоты. Дизайн. Вот, да, кто-то хочет, я спрашиваю, как вам обжечь? Ну и дети тоже по-разному на это реагируют, всем нравится. И всем нравится, когда вот зажигается горелка. Они прям так смотрят. Так, нагреем сейчас. Вот. Понравилось вам инструментом работать? Настоящим? Не сложно было? Нет? Все хорошо? Самое главное, детям очень нравится. Кому-то нравится работать лобзиком, кому-то говорит, мне нравится работать шуруповертом, кому-то нравится работать шкуркой, обрабатывать нанесение. Каждый находит свое. Был один у нас ребеночек, он сказал, мне нравится, говорит, со стола опилки на пол скидывать. Ему прямо это так сильно понравилось. Дети разные приходят. Вот был тоже мальчик у нас, он что-нибудь делает и смотрит испуганным взглядом, потому что не получается. Я говорю, не бойся, ругать тебя никто не собирается. Все под контролем, Да. да? А если что-то сделаешь неправильно, ничего страшного. Поэтому, как бы, в детях тоже воспитываем уверенность в себе. Там, по-моему, готово у нас, да? Ага. Давайте поставим. Опа. Роман, давай свой пистолет. Опа. Вуаля. Еще раз, как называются пистолетики? Это называется пистолет резинка стрел. Пистолет, резинка, стрел готов. Мне очень понравился пистолет, потому что я люблю играть и с сестрами. Николай и Роман, спасибо большое за такой интересный мастер-класс. Мы желаем вам побольше заинтересованных ребятишек и, конечно, творческого вдохновения. Ага, спасибо, что пришли. Был тоже рад с вами поработать. Приглашаем вас в нашу мастерскую.